Важнейшим событием Петербургского международного экономического форума для ингушской делегации стало подписание 8 крупных соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной сферах. Об открытии в республике новых магазинов сети «Магнит» договорились глава Ингушетии и президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюнинг. Компания расширит свое присутствие в Ингушетии и перейдет к размещению сетевых магазинов в сельских поселениях. До этого «Магниты» работали только в Магасе, Назране и Сунже. Для нас это важно, потому что у нас не было вообще ни одного. У нас, и вы знаете, вы, наверное, у вас маркетологи, наверное, умные такие, они хорошие, потому что у нас вообще нет ни ленты, ни ничего, кроме вас. Это первое. Второе. У нас настолько здорово получилось вписаться вот в республику объектами, потому что на сегодняшний день, я думаю, у вас есть возможность, а мы будем вас просить до 100 вот за этот период, не знаю, насколько вы способны будете, до 100 где-то минимум зайти вот по всей республике. Стороны также обсудили результаты работы первых открытых в регионе магазинов «Магнит». На встрече Ян Дюнинг еще раз озвучил заявленный ранее потенциал на ближайшие 3 года, который составляет около 40 магазинов. В дальнейшем может рассматриваться также возможность открытия в республике супермаркета или гипермаркета «Магнит». Кроме того, было отмечено, что компания уже трудоустроила около 40 человек. Еще более 300 будут привлечены в течение ближайших 3 лет. Очень интересно наблюдать, когда ты только заходишь в новую республику, очень интересно наблюдать, как там все развивается все. And actually the results that we see in Ingushetia have been the reason why we now also are trying to enter Dagestan. И те показатели, которые достигла Республика Ингушетия, наши магазины в Республике Ингушетия стали, скажем, для нас определенным фактором развития нашей сети в Республике Дагестан. Далее дорожную карту по сотрудничеству подписали Махмуд Али Калиматов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет об обмене опытом в развитии и конкуренции, межрегиональной производственно-технической кооперации, в расширении рынков сбыта промышленной продукции. Также предполагается проведение межрегиональных стажировок для профильных специалистов. Последующим подписание у нас было с Пензенской областью. Вот у нас мы индейку производство запустили, начали уже производить там. У нас уже пошли первые там, скажем, цыплята. Но мы там 5000 тонн в этом году, на следующий там до 10 тысяч говорят. Но когда мне сказал губернатор, исполняющий обязанности Олег Владимирович, что у них 156 тысяч тонн производится уже, то я думаю, что нам не достичь, но мы должны стремиться расширять производство. И мы будем способствовать тем производителям, которые в действительности работают, и мы видим их продукцию. И в республике нам это очень нужно. И сельское хозяйство, которое у них очень развито, и мы договорились, что мы будем развивать его. В целом, сегодня я доволен соглашениями, которые у нас состоялись. Расширится и граница сотрудничества, налаженного между Ингушетией и Челябинской областью. В частности, предполагается обмен опытом по вопросам организации местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений, управления экономическими и социальными процессами. 5-летнее соглашение о содействии в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Ингушетии подписали глава республики и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Документ предусматривает взаимодействие в сфере координации научного сопровождения мероприятий по исполнению нацпроектов, совместную разработку предложений по эффективной реализации государственной политики, касающейся развития научной деятельности в регионе. Держим здесь руку на пульсе, мы хотим действительно быть вам полезными. Очень интересное сельское хозяйство. И есть замечательная компания «Сады Ингушетии», которая известна на всю страну, такая очень высокотехнологичная компания. У нас есть там связи, есть действительно интересы, каким образом можно было бы вот это интенсивное садоводство в современных условиях развивать.
У вас очень интересные возможности, связанные с энергетикой, потому что гидротермальные источники, которые у вас есть, они могут быть поставлены на службу. Ну, фактически это, и если мы говорим о оздоровлении и об энергетике. Ну и, наконец, у вас совершенно замечательные возможности для развития туризма. Туризм в современных условиях – это очень наукоемкая такая вот отрасль. Нам надо развивать в части технических специальностей нужны. Нам нужны специалисты в области связи, энергетики, строительства, я скажу. Поэтому те соглашения на площадке нашего университета и в целом с правительством, я думаю, мы должны обмен делать наших ученых, которые хотят в аспирантуры или специальности больше в части технические вузы, технические специальности пошли. Ну и, конечно, взаимодействие в том, чтобы у нас будет обмен преподавателями из университета нашего и других, и они будут оказывать и методическую помощь, и какие-то соглашения, которые принесут нам пользу для республики, для науки нашей даже. Следующий документ о стратегическом сотрудничестве Махмуд Али Калиматов подписал с президентом правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и автоматизированных систем, направленных на цифровизацию городского хозяйства «Умный город». Экономический форум, он дает понять, тогда будет процветание нашей республики. И вот наши соглашения с Сбербанком на это направлены. Они готовы тоже оказывать нам и социальные объекты помощь. Также на полях форума было заключено соглашение между Петербургской военной академией связи имени Буденова и Ингушетии, один из старейших военных вузов страны, осуществляющий подготовку специалистов для вооруженных сил России. Планирует проведение в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в Петербургский вуз. Амина Бокова, Новости 24.